В Равском районе в национальном парке знаменитую поляну Фатанта отдали в аренду дачному товариществу. Не совсем ясно, с какой целью: то ли строить, то ли сады разбивать, хотя там и то, и другое запрещено. Фатанта – памятник природы. Это не Стоунхендж, конечно, но тоже крайне интересное и, главное, популярное в республике место. Десятки огромных валунов лежат на абсолютно ровной поверхности. Фатанта с осетинского переводится как «широкая», «ровная» или просторная. Вот интересно, в руки нашей редакции попали документы, которые заставили нас заинтересоваться, а все ли вообще в порядке с этой знаменитой Динагинской поляной. Ее то в аренду отдавали, то потом аукцион, согласно которому сдавали в аренду, отменяли. Потом выяснилось, что поляна все-таки арендована. Кем? Зачем? И, опять же, неясно, отдающие помнили, что они понимали, точнее, что они делают. Это же памятник природы. То ли вообще о каком-то другом объекте идет речь. В общем, в этой запутанной истории разбирался мой коллега Марат Гугаев. Эти кадры на телефон случайно сняли туристы в местности Мадзаска. Такой мощный обвал горных пород произошел в районе селения Зинага пару лет назад. Скальные массивы двинулись с кулуаров хребта с высоты более 2000 метров. Снесли буквально все на своем пути. В зоне поражения почти 6000 тонн. Огромные глыбы образовали настоящую воронку. О масштабах происшествия вспоминает и научный сотрудник национального парка Алания Руслан Тавасиев. Этот горный район изучил вдоль и поперек. Говорит, что такие обвалы здесь происходили всегда и еще будут происходить. Произошел обвал со второго кулуара. Вот вверху видно, откуда произошел обвал. Оттуда скальные глыбы, пролетев сквозь сосновый лес, поломав несколько деревьев, и снесли, и вылетели на проезжую часть дороги. Дорога была временно непроезжая. Так сказать, этот обвал подтвердил то, что я говорил, что это камни обвального происхождения, а не ледового. Место этих обвалов – уникальный объект, целый памятник природы под названием Зинагинская поляна Фатанта. Уникальность ее не только в этих обвалившихся валунах, но и в нехарактерной для этой местности ровной поверхности. Руслан Тавасиев поясняет, все дело в том, что когда-то это место было частью древнего озера. Природные процессы сделали свое дело, и со временем здесь появилась идеально ровная поляна. Здесь 5 скальных кулуаров, и в каждом наверху видно голые скалы. И вот таких острых граней, у ледникового происхождения валунов не бывает. А это именно обвалы скального грунта, поэтому у него острые края, вот такие вот угловатые, не окатанные совершенно. Примечательно, что в самих кулуарах практически нет растительности. Обвалы давно уничтожили все. А вот сама поляна Фатанта зарастает соснами. Специалисты это связывают с тем, что раньше здесь было пастбище для скота. Теперь домашняя живность перестала сюда ходить. Поэтому сейчас теряется естественная картина поляны. Глыбы, как и весь прилегающий склон, состоят из гранита. При этом каждый имеет свои отличительные признаки – длина, ширина и форма. Размер этой глыбы почти 3 метра, и таких здесь более 500. По закону на этой поляне не должно быть ничего лишнего, только земля в своем первозданном виде. Однако сейчас картина выглядит вот так. Эти строения здесь уже несколько лет. Из-за беспорядочной застройки в некоторых частях поляны возникают техногенные отвалы. Попросту говоря, земля завалена грунтом. Застраивается и берег реки Урух. Эта прилегающая территория тоже считается частью поляны Фатанта. В сезон местность пользуется большим спросом у туристов. Сюда приезжают отдохнуть не только со всей республики, но и соседних регионов. Но тут недавно всплыл интересный факт. Согласно выписке Управления Росреестра Республики, Зинагинская поляна Фатанта передана в пользование кооперативу «Галаус». Это дачное некоммерческое товарищество. В прошлом году они заключили договор с администрацией Равского района на безвозмездное срочное пользование. Проще говоря, поляна Фатанта по документам теперь принадлежит «Галаусу». Вообще, по законодательству, хозяйственная деятельность в пределах памятников природы запрещена. Только научная, исследовательская и образовательная. А вот знает ли об этом председатель дачного товарищества Алихан Минзаев? Он утверждает, не знает.
потому что участок ему передали не как памятник, а как землю под сад. Говорит, что есть все необходимые документы и оформлены они по букве закона. Как так вышло, мы спросили в администрации Иравского района. Там комментировать ситуацию на камеру отказались, но устно пояснили. Земля, которая называется памятником природы, по данным администрации, до сих пор земля сельского поселения в категории ведения садоводства. Это данные почти 13-летней давности, и за это время они не поменялись. Фатанта стала памятником природы 10 лет назад, в 2008. Вот и постановление правительства. Согласно документу, Фатанта – один из 216 объектов, которые значатся как особо охраняемые территории. Достояние республики предписано сохранять в естественном состоянии для научных, культурно-просветительских и эстетических целей. Министерству природы поручено составить паспорта этих памятников и издавать печатную продукцию эколого-просветительского характера. Паспорта у Фатанты пока нет, только проект. Утверждать его планируют в этом году, когда проведут полную инвентаризацию памятников природы. Но этот факт не отменяет другого. Памятник должен оставаться неприкосновенным, и вместо администрации обязаны об этом знать. На тот момент, когда создавалось постановление, были общественные слушания, и администрация присутствовала. И они обязаны знать законы Республики Северной Осетия-Алания. В обязанности министерства не входит уведомлять администрацию о том, что вступает в силу тот или иной закон. В настоящий момент министерство проводит большую работу и инвентаризацию памятников природы. Наша задача определить границы и поставить на кадастровый учет. И министерство работает над этим вопросом. В профильном министерстве объясняют, передавать памятники природы в аренду или даже в собственность можно, но тогда собственник принимает на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны. И никакой речи о том, чтобы распоряжаться по собственному усмотрению. Это четко прописано и в федеральном законе об особо охраняемых природных территориях. Не строить, не разбивать сады, только сохранять в неизменном виде. Тут вот еще интересный аспект. Районная администрация под руководством Бориса Хомякоева в августе прошлого года объявила на участок, который на карте значится как поляна Фатанта, аукцион. В октябре постановление об аукционе отменили. Этого потребовали представители Росреестра. И вот тут совсем непонятно. Отменили, потому что к участку не подведены инженерные сети, как того требуют земли для ведения дачного хозяйства и предназначены для строительства. Отменив свое же собственное распоряжение проведения аукциона, бывший глава района отдает этот земельный участок в аренду уже под другие нужды для разведения садоводства. И по странному стечению обстоятельств тому самому дачному товариществу «Галаус», который был в числе двух претендентов на аукционе. Итак, что мы имеем на данный момент? Участок земли, который является памятником природы, отдан в аренду в частные руки. Этот факт проверяется довольно просто. Берем из выписки Росреестра кадастровый номер участка, который был отдан в аренду Галаусу, и вбиваем его в поисковую систему публичной кадастровой карты. И вот она, поляна Фатанта. Однако в Росреестре данных о том, что этот участок памятник природы, тоже нет. Мы провели анализ соответствующий и в базе. Тоже все перепроверили еще раз. И в настоящее время еще уполномоченный орган не представил наше управление необходимые материалы для того, чтобы мы могли внести в установленном порядке эти границы в реестр недвижимости. В Росреестре пообещали, в этом году теме уделят особое внимание. Да и вообще решать все будут глобально. Проверят законность каждого охранного объекта. Но ясность эта позиция не прибавила. Вообще, пока мы снимали сюжет, вопросов возникло больше, чем ответов. Почему в особом статусе поляны Фатанта не знают в районе или делают вид, что не знают? Как она оказалась в руках частника, если аукцион отменили? Кстати, отменили его 4 октября 2018 года, а передали в пользование дачному товариществу 25 октября 2018. Причем по ходу вот так запросто меняли назначение земли. То дачи на ней можно строить, то сады разводить. А вот еще вопрос. Почему с 2008 года так и не был принят паспорт памятника природы? По сути, о существовании поляны Фатанты знают все. Власти, которые принимают постановления о ее особом статусе, ученые, которые пишут научные статьи, и туристы, которые делают селфи около уникальных валунов.
Но как только зашла речь о простой житейской выгоде, почему-то пошли невнятные разговоры о границах памятника природы, его площади и неопределенных географических координатах. Представители АМС Иравского района даже хотят призвать на помощь старейшин села, чтобы определить их. Для того, чтобы разобраться во всем этом и дать официальный комментарий, в администрации Иравского района у нас попросили время. Нам пообещали, все подробно расскажем. Дайте срок, неделю. Мы ждем. Марат Гугаев, Александр Левченко, Игорь Войцеховский, Батрас Бессолов для программы «В итоге».